Это СП-30 – легкий многоцелевой летательный аппарат, который используется для полетов с неподготовленных площадок. Также он эксплуатируется и в сельском хозяйстве для опрыскивания полей. В обычное время еще его используют для туристических маршрутов, где не проезжает автомобиль, а сегодня его используем мы. Пилоты садятся в кабину и проверяют снаряжение, ремни безопасности, средства коммуникации и готовятся к взлету. Все. Получается, есть практически 4 ремня безопасности, Платок только. средства связи. Все верно? И, как говорится, от винта. Заводится мотор. Перед взлетом проверяем контуры двигателя. Включаем дополнительный топливный насос. Проверяем, стоят ли закрылки во взлетном положении и делаем запрос на взлет. Получив одобрение, даем максимальные обороты двигателя, отпускаем тормоза и взлетаем. Почва уходит из-под ног. Ты словно в космосе. Впереди только небо, а внизу крохотные человечки. Но наслаждаться романтикой пейзажа не успеваешь из-за крутого виража. Пилот разгоняет самолет, тянет ручку управления на себя и уходит резко вверх, под углом 60 градусов. Это называется горка. С этого положения отводит ручку от себя и стремительно пикирует вниз. В этот момент кажется, что ремни не спасают. Резкий крен вправо, с разворотом уходим вверх. СП-30 совершил боевой разворот с новичком на борту. На самом деле это непередаваемое ощущение, это нужно испытать самому. Попробовать себя в роли второго пилота сегодня есть возможность у всех желающих, пришедших на фестиваль легкомоторной авиации. Но из-за сложных погодных условий на мероприятии присутствуют лишь участники из близлежащих регионов, и программу пришлось сократить. Нам пришлось огромную часть программы урезать, потому что здесь планировалось у нас практически 30 самолетов, где были некоторые самолеты-пилотажники, некоторые самолеты, которые летают строями. Вот. Но, к сожалению моему великому, не получилось, потому что они просто не смогли с ближних баз, таких как аэродром Юца, который находится на Пятигорске, просто не смогли взлететь оттуда. Народ очень интересуется, люди приезжают, смотрят. Вот, мы как по мере возможности, по мере появления окошек, будем делать, значит, показательные полеты, будем общаться с пилотами. Модель СП-30 относится к типу System Take-Off Landing, что в переводе означает короткая взлет-посадка. Владельцы таких аппаратов могут устраивать полеты в любое время года на разных площадках. Особых условий, кроме летной погоды, не требуется. Достаточно подать флайт-план в орган управления воздушных двигателей. А если вам еще не довелось приобрести свой самолет, но на руках уже есть авиационное свидетельство, то летательный аппарат можно взять на прокат. Милиционерыш, архитекторыш, ремонтник, духнах буцюхи. И царь шей уже да детский мечтаешь халыр баханду уже духабр, что пилотский свидетельство получает, что самолет и ешь. Хэка, зарь газуатер, да. Вы мог занять более это вся страна-то у нас большая. Сюда где она, я же самолет шах метки, дахук метки вы дук диан. В средствах массовой информации сообщают о штормовом предупреждении, а на площадку в Насыркорте стекается народ. Дети с родителями рассматривают самолеты и восторгаются полетом. С разрешения организаторов желающие фотографируются в кабине летательного аппарата, а пилоты совершают короткие взлеты с детьми. Магомед Башир, в прошлом военный, не понаслышке знаком с авиацией и пришел сюда не один. Пришли я, двое моих детей, сыновья, подростки, одному 12 лет, другому 13 лет. В жизни всегда есть место подвигу. Вдруг это будет началом чего-то лучшего для них. А дети увлекаются авиацией? Но они не пока, скажем так, только как сторонние зрители. Временное затишье вновь нарушает рев моторов. 3 экипажа готовятся к соревнованию по короткому взлету-посадке. Суть соревнования в демонстрации навыков посадки и взлета самолета с коротких площадок. Судьями выступают авиационный инженер Джамалей Илдахильгов и частный пилот Ильяс Ильев. У пилота Хасанбека опыт полетов более 1000 часов, и он допущен к участию. Соревнования между пилотами, вот кто быстрее за короткое время взлетит, и посадка, чтобы пробег самолета был наименьшим. Любой справится с этим? Опыт для этого? Ну, для этого, конечно, нужен определенный налет часов, чтобы с этим справиться. Но обычно, кто летает на таких типах самолетов, ну, он
вполне может свободно справиться. Показав лучший результат, командир воздушного судна возвращается в строй. А гости фестиваля могут задать интересующие их вопросы пилотам и делиться впечатлениями до самого вечера. Это воздушное мероприятие обеспечивает участников и зрителей годовым запасом адреналина и планирует вернуться к нам в июне 2018 года. Ева Ужахова, Султан Булгучев, Новости 24.